Новы прэм'ер Александр Турчын працаваў віцэ-прэм'ерам яшчэ ў ліберальным урадзе да 2019 года. Можа, ён будзе больш мабільны на магчымае пацяпленне, прынамсі у эканоміцы. Пытаем мы гэта у нашага першага госця, эканаміста Сергей Чалы. Прывітанне, Сергей, ты з намі на сувязі, чуеш? Да, добрый вечер. Будзеш, да, як табе гэтае пытанне, таму што я ўжо дапускаю, ты неаднаразова на працягу тыдня адказваў на пытанне, што чакаць ад гэтага ўраду. Мне ёсць больш вузкае і канкрэтнае, калі што. Што не варта чакаць? Мы ўжо даведаліся ад нашых экспертаў, а што вось, якія змены варта чакаць ад новага прэм'ера, улічваючы, ну, прынамсі, што, я думаю, бізнес з такім асцярожным аптымізмам глядзіць на эту рокировку. Ну, самое главное, это то, что мы видим продолжение старой тенденции, да, Лукашенко лень и неинтересно, и не хочется, да и не может, наверное, уже все больше заниматься какими-то вещами, связанными с непосредственным управлением. Он все больше перекладывает эти полномочия на кого бы то ни было. Это уже и указ по изменению полномочий местных органов власти, и очень показательными были вот эти два совещания кадровых назначений, когда Лукашенко фактически повторял одно и то же слово. Да? Вот это вот «вынь да положь», обращаясь к своим министрам, «возьмите мне, сделайте мне, не знаю откуда, мне не интересно, вот просто сами берите там и делайте». Это, в общем, конечно, позитивная штука, связанная с тем, что чем меньше Лукашенко некомпетентно вмешивается в работу правительства, тем, конечно, будет лучше, потому что большая доля глупостей, которые, в общем, произошло, и вещей, которые приходилось разгребать, это были прямые указания Лукашенко. Вот давайте заниматься, значит, льнозаводами, давайте искать вторую атомную электростанцию, редкоземельные металлы, мелиорация, которая в итоге на самом деле не нужна была в таких объемах, на которых Лукашенко настаивал, и так далее, и так далее. То есть это, несомненно, позитивный момент. Другое дело, что вы когда задаете вопрос, чего он сможет добиться, у Лукашенко и у людей же, в общем, как бы разные критерии. Да? Лукашенко хочет, чтобы ему совершили чудо. А совершенно очевидно, что никакого чуда этого совершенно быть не может. Больше того, он же ведь, когда проводил совещание, связанные с вот этой до сих пор нерешенным вопросом предыдущим правительством, которое осталось в наследство новому, это поиск справедливой формулы справедливого ценообразования, справедливой цены, да, который никак не может быть решено в том виде, как Лукашенко его хочет. Да, он даже вынужден был фактически критиковать своих чиновников за то, что они в кулуарах обсуждают вопрос о том, что ну, надо как-то вообще-то уже прекращать руками трогать цены, и пускай бы они работали рыночным способом. Вот он хочет, чтобы все было как в результате того, что, значит, как в результате рынка, но в то же самое время, чтобы это все было зарегулировано. Это одновременно невозможно. То есть, в принципе, по большому счету, правительству поставлена невозможная задача. Да? Пойдите туда, не знаю куда, возьмите то, не знаю что, и при этом делайте это сами, а я буду только смотреть и решать. Вот. Но еще раз говорю, самый главный вопрос – это увеличение его автономии, и это, несомненно, позитивный момент. Вось я хацеў на этом, Сергей, спыніцца, што атрымліваецца, як бы там ні было, але натуральным чынам рэжым унутры сябе змяняецца, маю на ўвазе менавіта палітычны рэжым, так, расклад унутры яго, што так, ужо Лукашенко больш такую рэпрэзентатыўную функцыю выконвае, так, а бульбу не перабірае ўручную. Ці варта тут у такім разе мець такую версію, што, магчыма, вот пад некую лібералізацыю, так, каб урад быў гатовы, калі, напрыклад, перамовы з ЗША пайдуць палепей, да, і там нейкія рынкі на беларускалі адкрыюцца, так, нейкія санкцыі распусцяць, то якраз Турчын бы з большай верагоднасцю справіўся, да, вот з перастаноўка эканомікі з ваеннай, так, якая цяпер фактычна, так, на больш такую цывільную і адкрытую на экспарт. Як ты думаешь? Ну, во-первых, я не очень верю, что это произойдет достаточно быстро и в том масштабе, который как-то очень сильно поможет. Все-таки это, значит, корабль так быстро не разворачивается, и тем более, что львиная доля этих санкций, они не американские, у нас Америка очень маленькая торговля, они европейские, а там, как мы знаем, сейчас отношения довольно напряженные между европейскими государствами, Евросоюзом и США. Это с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что
как сказать, переориентировка белорусской экономики с военных рельс на мирные, она на самом деле в краткосрочной перспективе не принесет позитива. Белорусская экономика прекрасно как раз функционирует в режиме перестройки на военные рельсы. Она фактически сейчас едва ли не все растущие наши отрасли, они так или иначе завязаны на оборонзаказ либо госзаказ в России. И приостановка этого оборонзаказа, в общем, приведет на самом деле к тому, что вот самые растущие эти отрасли, они свой экономический рост прекратят. И, в общем, вот эта угроза, про которую сам Лукашенко говорил, правда, он говорит о том, что она для нас там не важна, мы с Путиным обсудили, ничего страшного не произойдет, это угроза возвращения этих самых ушедших компаний с рынка, которые освободили эти самые ниши, которые смогли, в общем, частично занять с помощью там китайских технологий, еще каких-то старых советских или что-то еще, но как бы похуже, подороже, потяжелее, но тем не менее, да. То есть они, все эти отрасли, которые получили и вот этот импортозамещающий толчок, они, конечно, все пострадают. Поэтому, еще раз говорю, надо иметь в виду, что это будет довольно такой серьезный шок, если это произойдет сколько-нибудь быстро, не растянуто во времени. И насколько хорошо справиться с вот этим макроэкономическим шоком торможения экономики правительства Турчина, вот я не знаю, потому что, еще раз говорю, это не ситуация, когда нужно ждать какой-то либерализации внутри, потому что мы видим, что задача, как раз, которую ставит Лукашенко, напротив, говорит, никакого там либерализма. Вспомните, какую выволочку он устроил, значит, главе руководительницы Белстата о том, что ей пришлось потом буквально еще на одном совещании позже говорить, нет, я на самом деле не против регулирования. Лукашенко говорит, ну как, ну а что-то не видно вашего этого регулирования, давайте регулируйте сильнее и так далее, и так далее. И все разговоры, которые идут про либерализацию, они же сопровождаются удивительными словами. Ну то есть мы должны, говорить, сделать документы, которые по идеологии, говорят в правительстве, идеологии будут лучше, чем предыдущие там и директива, и 7-й декрет, которые как раз занимались либерализацией экономики, но посылы, которые они говорят, они противоречат этой самой либерализации. Там как раз идея заключается именно в том, чтобы давайте мы укажем только то, чем может частный бизнес заниматься, а все остальное, значит, что мы в перечне не укажем, все им будет запрещено. Но это противоположно самой идее либерализации. Поэтому я, честно говоря, не уверен, что тут какие-то особые навыки помогут. У Турчина, как правильно уже вас в программе говорили предыдущие докладчики, значит, действительно есть хороший талант выбивать финансирование и его, в общем, как бы неплохо осваивать, тем самым улучшая отношения с инвестором. Но проблема заключается в том, что когда ты перестаешь быть человеком, над которым есть кто-то, у кого ты можешь получать эти деньги, и ты становишься человеком, выше которого уже никого нет, и тебе уже приходится эти деньги находить, это, в общем, немножко другой опыт. Сергей, апошняе пытанне. Так, расцягнуліся ў нас это першыя два. Адразу пераскокваем на перамір'е, як ты ацэньваеш хаду, так, і перспектыву, калі гэта ў блізкай перспектыве адбудзецца, і фактычна вот прыйдзе гэтыя шокі для расійскай і беларускай эканомікі, калі нам гэта чакаць, як ты ацэньваеш? Ну, я не верю в никакое перемирие сейчас. Совершенно очевидно, что никакое перемирие Путину не нужно. Он об этом постоянно говорит, он обставляет это огромным количеством условий, он говорит о том, что у нас динамика на земле такая, что нам останавливаться не надо, мы перемирие это рассматриваем как возможность там Украине получить передышку и вооружиться. Слова фраза «получить Украине передышку» говорит о том, что он считает, что у него там все на земле в порядке, и надо идти, додавливать, там дальше побеждать и так далее. И вообще в целом вопрос даже не краткосрочный. Я вообще не верю, что Путину нужен какой-либо мир в сколько-нибудь обозримой перспективе. Он все свои задачи, политические, экономические, внешнеэкономические, решил с помощью этой бесконечной войны. Ему нужна бесконечная, пускай, может быть, не такая там в горячей форме вялотекущая, но вот это бесконечная война. А Беларусь, Лукашенко, да. кстати говоря, она тоже нужна. Да, абсолютно то же самое. Нет, еще раз говорю, именно потому, что Беларусь сейчас полностью перешла на обслуживание российского военпрома. Буквально едва ли не каждое промышленное предприятие только этим и занимается. Дзякуй вялікі за размову. Эканаміст Сергей Чалга быў з намі на відэасувязі.